Получи свой iPhone X вместе с вафлями «Лакомка». Найди карточки с фото мяча, рюкзака или футбольной формы сборной Кыргызстана и получи моментальный подарок. Или собери карточки футболистов от 1 до 24 номера и выиграй один из 50 iPhone X. «Лакомка». Будь в тренде. Будь с iPhone X. Кто-то скажет, кем мне нужно быть. Я сделаю лучше. Я знаю свой предел. Выше, выше, еще выше. Не ставьте мне рамки. Я с ними не соглашусь. Почему? Все дело в моей энергии. Нитро, пробуди свою энергию. Минов Искандер, номер 4, Гагаладзе Арслан, номер 5, Бле-Ботти Жан-Луис, номер 7, Кельдибеков Бактияр, номер 11, Султанов Арслан, номер 13, Сталбеков Нурдолот, номер 15, Джалалов Джаныбек, номер 19, Душенов Аркинбек, номер 71, Джусупаев Кайрат, номер 88, Мамиев Джоударбек, номер 93, Таланбеков Аман, главный тренер Базарбаев Нурлан. Состав команды «Нефчи». Номер 1 Баюш Михаил. Номер 3 Абдулаев Азамат. Номер 5 Мицик Богдан. Номер 7 Джуматаев Арген. Номер 9 Темирбаев Эльхан. Номер 12 Усунулу Исинбек. Номер 19 Аскаров Аброр. Номер 21 Маликов Алмаз. Номер 23 Кадыралиев Аброр. Номер 25 Игнатенко Александр. Номер 51 Воскобойник Владимир. Главный тренер Закиров Нимаджан. Игру обслуживает судейская бригада. Судья в поле Осмонов Эрлан. Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Кыргыз Спорт ТВ представляет вам матч 16-го тура Кыргызской премьер-лиги, в котором встречаются команды Академия Лидер из Сыкульская область и команда Нефчи из города Кочкор-Ата. Давайте ознакомимся с составами команд. Состав команды Академия Лидер, которая играет сегодня в голубой форме. Номер 35 вратарь Муминов Искандер. Номер 4 Гагаладзе Арслан. Номер 5 Блеботти Жан-Луис. 7 номер у Кельдибекова Бахтияра. 11 номер у Султанова Арслана. Под 13 номером играет Сталбеков Нурдолет. 15 номер у Джалалова Джаныбека. У 19 номер у Душенова Аргенбека. Под 71 номером играет Джусупаев Кайрат. 88 номер у Мамиева Джоударбека. Опасный момент.
Атакуют гости. Команда Нефчи Кочкората. 93-й номер у капитана команды Талантбекова Амана. В запасе следующие игроки. Под номером 3 Маликов Улан. 22-й номер Рысбеков Нурболот. 24-й номер Родькин Сергей. 27-й номер Мукаев Кельдебек. 33-й номер Сматов Азат. 77-й номер Рашидов Хусан. Тренер команды Базарбаев Нурлан. В белой форме сегодня играют гости, команда Нефчи Кочкората. И у них следующий состав. Под первым номером играет вратарь Паюш Михаил. Третий номер у Абдулаева Азамата. Пятый номер у Мицика Богдана. Джуматаев Арген играет под седьмым номером. Девятый номер у Тимирбаева Эльхана. 12 номер у Сёнулу Эсенбек. 19 номер Аскаров Аброр. 19 номер, 21 номер капитан команды Маликов Алмаз. 23 номер у Кадралиева Аброра. Под 25 номером играет Игнатенко Александр. И 51 номер у Воскобойника Владимира. В запас заявлены следующие игроки. Мартаглян Ливон, номер 8. Омуралиев Азамат, номер 10. 11 номер Молдоджунусов Эльдар. 15 номер Карандашев Иван. 18 Мир Салимбаев Фарух. 20 номер Аскаров Шахрух. 22 номер Карипов Манас. 27 Нефедов Антон. 33 вратарь команды Апасулу Тимирлан. 91 Джилдызбекулу Рустем. 77-й Мамазакиров Тимирлан. Главный тренер команды Закиров Нимаджан. Сегодняшний матч обслуживает судейская бригада в составе главного судьи Осмонова Эрлана, тренер судьи национальной категории из города Кокджангак. Первый помощник судьи Джалалдинов Хусан, второй помощник Мырсабеков Канат. Опасный момент был сейчас у кочкуратинцев. Дальним таким забросом. Мяч шел почти что в дальний угол. Вратарь не дотянулся до мяча. И вратарь мяч спланировал и упал сверху на сетку. Но судья вроде показывает, что будет угловой. Да, бежит игрок кочкуратинцев к левому флажку. И будет первый угловой в сегодняшнем матче. Давайте посмотрим. Это всегда интересно, это всегда заготовки какие-то тренерские. И как будут реализованы эти задумки. Игрок поднимает руки, значит, все должны приготовиться. Подача. Но слишком высоко, слишком неточно. И Академия перехватывает мяч, устремляется в атаку левым флангом. По первым минутам можно сказать, что Академия провела две свои атаки левым флангом. Может быть, такая была установка у тренера. Предпочтение сейчас, конечно, очень рано давать какой-либо из команд. Матч только начался. Прошло всего лишь около 5 минут. Но обе команды уже хорошо изучили друг друга. Команды встречаются в нынешнем чемпионате уже в 3-й раз. Причем оба раза победителями в игре вышли гости сегодняшние. Команда Нефчи Кочкората. Дважды обыграли они Академию Лидер с счетом 3-1 и 1-0. Совсем недавно, в воскресенье, состоялась кубковая встреча между этими командами. Раунд турнира был 1/2 финала, первый матч. И вновь сильнее были кочкуратинцы. Со счетом 2-0 они выиграли тот матч. И буквально вот уже через 2 дня на 3-й эти команды вновь встречаются друг с другом. Думаю, что они очень хорошо друг друга изучили, несмотря на то, что одна команда завсегдатай чемпионата кыргызского, а вторая команда, имею в виду, конечно же, команду «Лидер», это новичок. Вообще появилась команда совсем недавно, заявилась только в этом году в высшую лигу, в премьер-лигу, в кыргызскую премьер-лигу. У нее буквально в истории ее первый сезон. Но, тем не менее,
Никакого прощупывания сейчас не видно. Команда сразу устремляется к воротам соперников, пытаются сразу же с первых минут навязать свой стиль, свою борьбу, открыть счет в матче. Очередная атака Невчи. Против них были нарушены правила. И будет разыгран штрафной. Наверняка будет подача ближе к воротам. Ну да, так и есть, на дальнюю штангу, но там все пролетели мимо, и будет удар от ворот. Ну, если команда Академия Лидер имеет совсем небогатую историю, то ее соперник, наоборот, имеет славное прошлое. Команда Невчи Кочкурата была основана в 1960 году еще, во времена Советского Союза. Команда играла в региональных состязаниях. Но после обретения независимости команда неоднократно играла в высшем дивизионе кыргызстанского футбола. И мало того, совсем недавно, в 2010 году, даже становилась чемпионом страны под руководством нынешнего тренера главной сборной Кыргызстана, национальной сборной Кыргызстана и футбольного клуба «Дордой» Александра Сергеевича Крестинина. В то время он был играющим тренером команды. Команда за 2 года достигла просто невероятных результатов. Стала в 2010 году чемпионом страны, а в 2011 году они стали серебряными призерами. Также команда Невчи является обладателем Суперкубка Кыргызстана в том же 2010 году. И дважды выходила в финал Кубка в 2010 году и 2011 году. Так что сегодня встречается, можно сказать, старожил кыргызстанского и футбола и новичок совсем, клуб Академия Лидер. Обе команды играют на хороших скоростях, хороший прессинг, даже до вратаря добегают игроки в голубых футболках, стараются прессинговать и не уступать в единоборствах. Вот сейчас судья зафиксировал нарушение со стороны гостей. И судья делает внушение Игнатенко Александру. Александр соглашается с судьей наверняка. Иначе и быть не может, конечно. И отходят на положенные 9 и даже дальше, чем 9 метров. Подача в штрафную по диагонали. Вратарь вроде бы ошибся, выпустил мяч из рук, но были нарушены правила хозяевами. И Невчи ведет мяч в игру. Не знаю, как вам со стороны видно, уважаемые зрители, но такое ощущение, что защитники кочкуратинцев такие на голову выше, чем нападающие Академии Лидер. И, скорее всего, верховая борьба в этом матче будет за ними. И наверняка Академия Лидер будет строить свои атаки не через навесы в штрафную площадь, иначе команда будет обречена, скорее всего, на то, что большинство этих подач будут просто перехвачены защитниками в белой форме, защитниками команды Невчи. Игра завязла сейчас на правом фланге. Вот, пытаются обе команды выжать максимум из той ситуации, где очень большое количество игроков. Надо переводить на другой фланг или подавать штрафную уже, как это делают нефтяники. Удар дальний с лета. Неплохо. Мяч и не так уж высоко прошел над воротами. Скорее всего, это пристрелка такая первая. И наверняка мы еще увидим в матче дальние удары, более прицельные, более точные. И придется потрудиться вратарю команды Академии Лидер. Вновь атакуют нефтяники.
Правым флангом подача будет. Нет. Прострел низом был в штрафную площадь, который не нашел своего адресата. И уже отходят назад нефтяники. Рискованно играет центральный защитник Абдуллаев Азамат, но все же атака развивается. Теперь уже левым флангом. Да, и мяч выбит, но в аут. И водить будут кочкуратинцы. 12 номер. Эсенбек Усюнулу вводит мяч. Перевод на правый фланг. Прощупывают зоны, где можно развить свою атаку, через какие зоны. Прощупывают так называемые слабые места соперника. Кочкуратинцы катают мяч и вдоль, и поперек на их половине, на половине соперника. Но пока Академия Лидер справляется, успешно справляется с этой задачей. Счет пока не открыт у нас, 0-0. Игра проходит на стадионе Нитро, город Кант. И номинальными хозяевами считаются Академия Лидер. Номинальным, потому что команда из Иссык-Кульской области, но домашние встречи она проводит вот как раз таки в Канте. А кочкуратинцы самые настоящие гости. Свои встречи они проводят у себя в Кочкурати, а в гостях вот они приезжают в Бишкек, в Кант на игры, на гостевые игры. Ну что ж, игра продолжается. Сейчас мячом владеет лидер. И вновь левым флангом пытаются атаковать. Блиботти с мячом. Вновь налево отдает. Но вратарь на месте. У Невчи Михаил Паюш. Спокойно себя чувствует, уверенно. Ну и правильно, так и должно быть. Роль вратаря в команде очень высокая. Как говорят, вратарь — это пол команды. И не только там в одном виде спорта, во многих командных видах спорта. Вратарь, конечно же, это половина команды, просто огромная роль вратаря. Если вратарь будет нервничать, чувствовать себя неуверенно, команда сразу почувствует это, и так же и будут играть они. То есть, и чтобы защита, чтобы вся команда играла более уверенно, вратарь должен быть наверное, уверенным. Лидер атакует правым флангом, подача слишком далеко и слишком высоко. Ну, неплохо, для начала неплохо, я думаю. Главное пообвыкнуться, главное почувствовать игру, почувствовать мяч. И наверняка дальше будет еще лучше. Немножко неудачно принял мяч Игнатенко Александр. Потеряли мяч, но вновь его обрели и устремляются в атаку. Левым флангом 9-й номер в атаке. Ильхан Тимирбаев. Подача! Не точно немножко. Прям на ногу защитнику лидера была сделана эта подача. И нарушение. Блиботти Жан-Луис нарушает правила. Вблизи штрафной, буквально в 2 метрах, наверное. Судья отмечает краской место, где должен находиться мяч. Отсчитывает 9 метров. Просит стенку установить именно сюда. Отмечает тоже на поле, да. Все по правилам у нас. Свисток. Подача. Нет, был удар. И удар пришелся в стенку. Да, довольно-таки неожиданно было решение. Не все ожидали, что будет именно так разыгран штрафной. И второй угловой в активе у нефтяников.
Разыграли ребята в белой форме. Но очень неудачно. И 11 номер. Султанов Арслан устремляется в контратаку. Перевод налево. Дотянется, успеет? Нет, не успел. Там была борьба с защитником. И защитник выбил мяч в аут. Да, была опасная очень контратака. Перехват. Хорошо перехватил. 15 номер. Джалалов Джаныбек. 7 номер с мячом. Будет удар поворотом. Да, удар. Немножко рикошетом задел 3 номера. Азамат Абдулаева мяч. Но траектория не слишком хорошо, не слишком поменялась. И поэтому вратарь смог без труда взять этот мяч. Но ничего, ничего. Все острее и острее атаки у лидера. Борьба в центре поля. Перехват нефтяниками. Ну и отдал немножко назад. Да, не было хорошего адреса. Адресата не нашел игрок Кочкуратинцев и решил отыграться, сохраняя мяч назад. Все верно. И передача далеко вперед, ну, которая не увенчалась успехом. В хорошем темпе проходит игра. Сегодня обе команды борются с самых первых минут. Активно вступают в единоборство. Очень быстро и опасно контратакуют. Но Блиботи немножко завозился с мячом, конечно. И как следствие создалось перехват, удар поворотом. Ничего себе! Из какой опасной ситуации выпутались ребята из Академии «Лидер». Вроде бы Блиботи сначала завозился с мячом, отдал своему партнеру по команде. Тот тоже начал возить с мячом, не смог нормально обработать, отдать передачу дальше куда-то. И его накрыли атакующие защитники из Нефчи, отобрали мяч и нанесли удар поворотом, с которым справился вратарь. Ну и затем все равно от игрока Кочкуратинцев мяч ушел за линию ворот. Это, наверное, был первый голевой такой момент Кочкуратинцев. Вновь Блиботи с мячом. Передача в центр. Хорошая игра проходит сегодня. Веселая такая, острая. Ни тени нет такого шапкозакидательского настроения у команды Кочкурата, Нефчи из города Кочкурата. Потому как я уже говорил, уже 3 встречи уже выиграли ребята у Академии «Лидер». Но сегодня хорошо настроились ребята и хотят в очередной раз, 4-й раз уже победить. Не успевает. Нет, успел. Но оказался в положении вне игры игрок команды Академии «Лидер», который пробежал более 30 метров, наверное, по флангу. Скоростной игрок. Хороший 11 номер. Арслан Султанов в Академии «Лидер». Наверняка будет терзать сегодня оборону команды Нефчи. Опасный момент. Удар. Вот и Блиботи у нас отметился ударом, поворотом. Хороший такой плотный удар. Мяч прошел где-то в метре, может быть в 2 метрах от перекладины ворот.
достаточно опасно. Пристреливаются ребята из академии. Вот, опасно. Да, вроде бы с поднятой ногой шел, но нет, судья говорит, что нарушил правила именно игрок Академии «Лидер». И будут водить мяч игроки Нефчи Кочкората. Разыграли, все хорошо, все нормально, все здоровы, все в строю. Азамат с мячом. Передача на 9 номера. Обратно. Неудачно дал обратно. И 13 номер устремляется. Столбеков Нурдулет вперед. Отдает передачу 11 номеру. Султан Варслан. Тот подает на дальнюю штангу. Но там никого нету. Никто не смог замкнуть эту передачу ударом по воротам. Хорошая такая быстрая была атака ребят из Академии «Лидер». Все больше и больше нагнетают они такую обстановку. Ребята из Кочкораты начинают нервничать. Последние там 3-4 минуты, наверное, Академия поддавливает соперника. Немного удачи, немного везения, и счет может быть открыт уже сейчас. Наверняка. И Кочкората длинным забросом доставляет мяч на половину соперника. Мелкие средние пасы, которые они практиковали несколько минут последних, не приносят им результата. Не могут выйти, ребята, выйти на половину соперника, и поэтому решили доставить его так верхом. Но сейчас штрафной. Белые подают. Вратарь должен выйти. Да, он выходит, но выбивает прямо на игрока 9 номера кочкоратинцев. Темирбаев Ильхан. Тот принимает и вторым касанием сразу бьет поворотом и забивает гол. Но судья, боковой судья, показывает, что был офсайд. Да, и главный судья не засчитывает гол. Гол отменяется, счет не меняется. 0-0. И другой боковой арбитр просит подойти к нему главного арбитра. Да, будет какая-то информация, которую надо обменяться между игроками, между судьями. Да, все верно. Решение главный арбитр не меняет. Чисто, если был бы, назначил бы чисто, значит не было гола. Делает какое-то внушение или что-то объясняет главный арбитр вратарю хозяев. Аслан, ты это вот скажи негра, он никого не держит, он просто уходит. Да, все верно, 0-0. Был офсайд, гол не засчитан. Игра продолжается. Идет уже 25-я минута первого тайма. 0-0. Левым флангом вновь атакует лидер. По диагонали к штрафной движутся. Подача. Нет, низом пошла передача. Но вновь мяч оказался у голубых. Ребят в голубой форме. Ух ты ж! Как срезался мяч от Азамата, 3 номера Абдулаева. И мяч летел прямо в створ ворот. Но вратарь спокойно и уверенно забрал этот мяч. Немножко много сумбура стало в игре. Мяч гуляет то на одну сторону, то на другую. Дальними передачами передают игроки пас. Нарушение правил было со стороны
Академии «Лидер». И Невчи разыгрывает этот мяч и переводит с левого фланга на правый, справа обратно в центр. И заброс вперед в зону нападения. Но нарушением правил 19 номер не справился с летящим мячом верхом и не смог его принять и нарушил правила. Ну и вновь Азамат Абдуллаев первым у мяча оказывается при передаче команды «Лидер» в зону атаки своей команды. Сегодня чаще других, наверное, можно видеть этого игрока в отборах, в единоборствах. Неплохо отыгрывает он эту игру. Очередное нарушение, и страсти понемногу накаляются. Судья, видимо, делает последнее предупреждение устное игрокам Кочкораты. Судя по его решительным движениям, можно предположить, что следующее нарушение, такое серьезное, повлечет такое наказание, как предупреждение в виде желтой карточки. Как минимум. Ну а тем не менее, обе команды, большинство игроков выстроились у линии штрафной площади. Но сейчас будет подача. У Академии «Лидер» реальный такой шанс забить гол. Ну, наконец, звучит свисток, подача. И вратарь спокойно берет этот мяч. Бросает налево. И вперед устремляет 19 номер. Аброр Аскаров с мячом. Но против него 15 номер. Джанибек Джалалов нарушил правила и только ценой этого смог остановить прорыв игрока. Да, эти минуты последние. Игра разбивается на мелкие части. Очень много нарушений, остановок в игре. Ну и, наверное, судья добавит как минимум 3-4 минуты к основному времени дополнительные. Ну а тем не менее, 30-я минута первого тайма, счет 0-0. Подача. Александр подает. Нет, он бьет в ворота, в сторону ворот. И вратарь кулаками выбивает мяч. Но недалеко. И там в борьбе уже от игрока в белой форме мяч уходит за линию ворот. Разыграли вратарь защитника. Да, и вновь по диагонали с правой от правого защитника в сторону левого атакующего защитника, полузащитника, либо нападающего. В ту зону доставляется мяч чаще всего игроками Академии «Лидер». Наверняка это установка, наверное, тренерская. Наверняка на правом фланге обороны есть некоторые проблемы у нефтяников. И именно по этой болевой точке бьют ребята из команды «Лидер». Ну а Кочкората все-таки более разнообразнее атакует в сегодняшней игре. И правым флангом, и левым флангом, и в быстрой атаке, и в позиционной атаке ребята играют. Довольно-таки успешно, доходит почти что до ворот, стараются пробить. Немного не точно распорядился игрок Академии «Лидер». Неправильно, говорят, ввел в игру мяч с аута.
судья и просят вести его заново. Не с того места, чуть ниже. Да, конечно, мяч ушел чуть ниже. Слишком далеко ушел в другую сторону. Игрок и подал не с того места, с которого следовало бы подать. И вновь в атаке белые. Единоборство. Опять подача в штрафную площадь. И вратарь первый на мяче. И все, лидер идет в контратаку. Нет, чуть приостановился. Блиботти, Жан-Луис. Опять возится с мячом и опять теряет. И опасная контратака Невчи. Может быть результативность. 7-й номер. Удар с левой ноги. Очень плотный. Но видно было с моего места комментаторского, что мяч уходит немножко в сторону от ворот. Но удар получился неплохой. Мяч попал в игрока в голубой форме. И вновь продолжается атака. Опасный навес был в районе дальней штанги. И игрок Кочкуртинцев немножко не успел к ней. Могло быть очень опасно. Тринадцатый номер с мячом. Передача налево. Не точно. И Кочкуртинцы опять назад отыгрывают через вратаря. Выманивают на себя соперников. Продолжается атака Кочкуртинцев. 22-й номер с мячом. Потеряли мяч, ребята, в белой форме. И лидер уже устремляется в свою очередь, уже в свою контратаку. 19 номер с мячом. Серия движений, финтов. Но пока не расстается с мячом. Комбинируют ребята в голубой форме. Пытаются найти проходы в редутах обороны кочкуртинцев. Но пока им это не удается. Да, очень много борьбы в центре поля. Мяч в основном находится ближе к центру. И вновь подача. Лидер с мячом. Нет, не успевает. 11 номер Академии лидер. Арслан Султанов к этому мячу. Хотя бежал со всех сил, пытался догнать мяч, эту передачу. Но, к сожалению, это ему не удалось. 22 номер Манас с мячом Карипов. Пытался сделать передачу, немножко неудобно получилось для партнера. И, как следствие, мяч был потерян. Вне игры. Ну, что сказать, прошло уже 35 минут, наверное, этой игры. И игра равная. Обе команды имеют шансы для того, чтобы забить гол, либо успешно обороняться. И поэтому счет равный. У нас счет 0-0. И в очередной атаке 12 номер Кочкуртинцев. Входит в штрафную площадь, бьет по воротам. И вратарь спасает команду. Еще удар. И вновь сейв. Великолепно отыграл в 2 эпизодах подряд вратарь команды Академия лидер. Не дал кочкуртинцам открыть счет в матче. А была очередная такая хорошая, 100% голевая ситуация у белых. Били почти что там в упор, там с 3-4 метров. Нужно было попасть просто не во вратаря. Но решили пробить на силу. И правильную позицию занял вратарь. И он смог отразить этот удар. Вновь подача. Все, команде лидера нужна передышка. Небольшая. Но вводится мяч. Муминов Искандер
на воротах Академии «Лидер». Герой 2 последних эпизодов, когда он не позволил нефтяникам открыть счет. И уже «Лидер» атакует вновь левым флангом. Да, даже до сюда слышно было возглас игрока, который отпустил мяч чуть дальше, вперед, и не смог догнать его. Азамат Абдулаев, да, его прессинговали, и он уже не смог отдать нормально передачу и потерял. Александр перехватил мяч, отдал 22 номеру, тот дальше 51 номеру. Владимир Воскобойник с мячом прорывает сквозь двоих, но Блиботти на его пути скалой стоит, не дает пройти сквозь через свою позицию. И только нарушение правил со стороны кочкуратинцев позволяет им хоть как-то помешать начать атаку Академии «Лидер». Ну, достаточно интересный матч сегодня, но страсти очень много. Ребята борются на каждом клочке земли, поля. Мяч сейчас переведен направо, кочкуратинцами чуть назад. Азамат Абдулаев. Передача вперед, но там никого нету. Немножко не понял его партнер, что хотел от него Азамат. Александр с мячом. Атака. Опасная атака. Да, серия ударов, передач в исполнении кочкуратинцев, к сожалению, не приводит к желаемому результату. Но, тем не менее, пока инициатива у них. Подача. На невысокой, невысоко была подача, перехватили «Лидер» и вновь налево передача. По диагонали. Догонят? Нет. Не успел догнать и потерял мяч игрок Академии «Лидер». Живая игра, очень много моментов, часто вратари вступают в дело. Вот и сейчас Михаил Паюш начинает атаку своей команды. Нефчи Кочкурата. Несмотря на то, что счет вроде бы 0-0, но игра смотрится, очень много эмоций. Очень много борьбы, есть острые моменты, есть голевые моменты. Думаю, что зрителям не скучно на трибунах. Вновь атака левым флангом. Очень активный фланг у ребят в голубой форме. Именно левым флангом большинство атак проходит у них. Да, и только ценой таких вот нарушений нефтяники останавливают развитие атак команды Академия «Лидер». Требуется помощь врачебная, да. Судья разрешает выйти врачу команды. Так, кто там на поле у нас? 71 номер. Хайрат Дюсубаев лежит на поле. Конечно, травмы нам не нужны. Давайте пожелаем ему здоровья, чтобы он смог продолжить игру и порадовать всех зрителей своей игрой, результатами.
Но на табло у нас нули. 42-я минута первого тайма. Играет команда Академия Лидер и Невчи. Команды, занимающие в турнирной таблице, ну, примерно, наверное, одинаковое положение. Если Академия Лидер у нас на последнем месте, 8-е место занимает в чемпионате, то нефтяники у нас на 6-м месте. В их активе 19 очков, это 5 побед, 4 ничьи и забитые пропущенные мячи, забитых 13 мячей, пропущенных 16. А у лидера 2 победы в активе в чемпионате, 2 ничьи, 14 забитых голов и 31 мяч пропущен. Разрыв между ними 11 очков, но всего лишь пройдено чуть больше половины, наверное, дистанции всего чемпионата. Так что обе команды вполне могут поменять свое положение в турнирной таблице. И лидер может уйти с последнего места, и Невчи наверняка может побороться еще за 3-е, может быть, место, за медали, может быть, серебро. Вот. Но, может быть, и даже чисто математически, да, конечно, может достать даже до 1-го места. Ну, вратарь Академии сейчас выговаривает своим партнерам по команде. Требует более четко играть, наверное, в обороне. Игра возобновлена. И атаку начинают кочкуратинцы. 23-й номер с мячом. Аброр Кадралиев был. Назад отдал. Вновь получил Аброр. Пас на Александра. Игнатенко. Неудачно было. Да, и тут же нарушает правила. Что скажет судья? Судья просит подойти Игнатенко. Вот и лезет в карман за карточкой. Да, у нас будет показана первая желтая карточка за нарушение. Игнатенко Александр получает предупреждение. Нельзя сказать, да, что игра грубая. Нет, она жесткая, она скоростная. В то же время много очень борьбы, единоборств. Но откровенной грубости, конечно, нету. Итак, свисток. Подача в штрафную, но очень низко шел мяч. И буквально первые же игроки, которые были на пути на этой траектории мяча, они же и выбили мяч за боковую линию поля. И вновь активный левый фланг у лидера. И вновь самые такие интересные события происходят на той стороне поля, у левой бровки. И Блиботи побежал в штрафную площадь. Наверняка будет сейчас подача, верховая. Да, Блиботи вступает в борьбу. К первому тайму матча добавлено 2 минуты. 2 минуты добавил главный судья к основному времени первого тайма. Да, были остановки. Направо пасуют кочкуратинцы, обратно назад. На вратаря. Вратарь Азамат Абдулаеву. Тот обратно Михаилу Павишу. Ну вот и катают они между собой. Остальные игроки в голубой форме не поддержали своего форварда в его прессинге. Ну вот и нефтяники в атаке.
Подача в сторону ворот. Но слишком просто, наверное. И вратарь Муминов Искандер на месте. Все, вынос верхом. Опять в сторону левого форварда. В зону левого форварда Академии Лидер. Туда доставляется постоянно мяч. Дальний удар по воротам. Вратарь гостей на месте. Отдает налево. Александр Игнатенко. 22-му номеру. Манасу Карипову. Тот 23-му номеру. Аброру Кудралиеву. Ну и судейский свисток прерывает эту атаку команды Невчи. Первый тайм окончен. Счет 0-0. Получи свой iPhone X вместе с вафлями «Лакомка». Найди карточки с фото мяча, рюкзака или футбольной формы сборной Кыргызстана и получи моментальный подарок. Или собери карточки футболистов от 1 до 24 номера и выиграй один из 50 iPhone X. «Лакомка». Будь в тренде, будь с iPhone X. Кто-то скажет, кем мне нужно быть. Я сделаю лучше. Я знаю свой предел. Выше, выше, еще выше. Не ставьте мне рамки. Я с ними не соглашусь. Почему? Все дело в моей энергии. Нитро, пробуди свою энергию. Внес в игру тренер как одной команды, так и второй, чтобы все-таки забить гол и добиться желаемого результата. Сейчас будем смотреть. В первом тайме было достаточно голевых моментов, острых моментов, как у одной команды, так и у другой. Но ближе, конечно, к своей цели были ребята в белой форме, имели пару моментов голевых, били в упор по вратарю. Нарушение правил. Блиботи нарушает правила вблизи своей штрафной площади. И кочкуратинцы имеют шанс открыть счет в этом матче. Метров 25 до ворот. Вратарь выстраивает стенку. Неплохо себя проявил вратарь хозяевов Муминов Искандер. В двух эпизодах он выручил свою команду в первом тайме. Не дал сопернику забить гол. Хотя те были так близки, били практически в упор на расстоянии там 2-3 метров от вратаря. Но он молодец, справился с теми ударами. И что будет сейчас? Забьют гол кочкуратинцы. Трое у мяча. Кто будет бить из них? Удар по воротам. И рядом со штангой проходит мяч. Вратарь просто не шелохнулся даже. Не увидел момент удара, наверное. И куда летит мяч, поэтому он не смог среагировать на этот удар. Хороший момент. Не использовали кочкуратинцы. Много ли у них будет таких моментов? Вновь борьба у нас в центре поля. Передача на фланг. Левый не увенчалась успехом. Но кочкуратинцы продолжают владеть мячом. Перехват. И Академия Лидер правым флангом атакует. Приближается штрафной. 11 номер. Но ему не дают сделать подачу штрафную. Арслан Султанов был этим атакующим игроком, который двигался по флангу, пытался сделать передачу, но заработал угловой. Аргенбек Душенов направляется к правому флажку угловому.
И будут делать сейчас подачу. Подача! Удар по воротам! И вратарь с трудом уже отбивает этот мяч. Берет его в руки и направляет его своему защитнику. Тот теряет его. И почти что был оседлан 5-й номер Богдан Мицик. Но против него нарушили правила. И кочкуратинцы в атаке. Да, и второй тайм, можно сказать, тоже начался быстрыми, такими скоростными атаками обеих команд. Верховой мяч. Очередное нарушение правил. С мячом лидер. На правом фланге, ровно посередине поля. Передача на фланг. Перехват. И белые в атаке. Неудачный перехват вновь у синих, у голубых. Одиннадцатый номер вновь в атаке. Правым флангом. Да, сейчас 11 номер. Ребят в голубой форме. Арслан Султанов. Самый активный в эти минуты у лидера. И за 5 минут, за 6 минут уже второй угловой в активе команда Академия лидер. Судья останавливает матч, не дает подать угловой и делает какое-то внушение защитникам кочкуратинцев. Играть следует по правилам, да, без никаких рук, локтей. Против Боти Жан-Луиса неправильно играл игрок команды Кочкурата. Отбивается и лидер назад пасует. Девяносто третий с мячом. Передача 7-му номеру. Успеет вратарь? Да, успеет, спокойно успеет. И выбивает мяч далеко вперед. Но там большинство игроков в белой форме, защитников. И поэтому они спокойно отыгрывают назад через вратаря и вновь дальние забросы. Но лидер с мячом атакует. Ну и была такая попытка подачи в штрафную площадь, ближе к воротам, но был послан мяч слишком высоко. Желания у обеих команд, конечно, очень много. Насколько позволит возможность, мастерство забить все-таки мяч. Первый номер с мячом у кочкуратинцев. Алмаз Маликов. Капитан команды подает аут. По диагонали передача в штрафную. Ну там никого нет у нефтяников. И вновь подача флангом, немножко неточно. Да, абсолютно нет никаких шапкозакидательских настроений у команды Нефчи, несмотря на то, что, как я говорил, уже 3 встречи очные принесли им победы. Вот, и они стремятся и сегодня тоже выиграть. Хорошая атака была сейчас левым флангом. Диагональная передача в штрафную площадь, но никто из игроков не смог коснуться мяча, и первым оказался вратарь на мяче. Небольшого роста вратарь у Академии лидер Муминов Искандер, но такой достаточно ловкий
хорошо выбирает позиции, оказывается именно в том месте, тогда, когда это нужно. Академия Лидер теряет мяч в центре поля. Коч Куратинцев отыгрывает назад. Направо. Немножко не точно сыграл 19 номер Коч Куратинцев. Аброр Аскаров. И мяч вводят ребята в голубой форме. Да, пошла такая хорошая скоростная игра. Игроки перемещаются с большой скоростью по полю. Погода сегодня шикарная просто. Прохладно. И она позволяет, конечно же, сегодня играть скоростной такой футбол. Опасный момент. И 19 номер Коч Куратинцев просто втыкается в легионера Академии, который не позволяет ему пройти дальше, забирает мяч и передает своим партнерам. Ну и тут же, конечно, нарушение правил со стороны Коч Куратинцев, чтобы не дать развить быструю контратаку, когда большинство игроков команды находятся еще на половине соперника, чтобы одной передачей они не были все отрезаны от игры и от мяча. Вратарь вводит мяч в игру. Дальний заброс. Блиботи с мячом направо. Достал все-таки мяч, да, партнер его? Вот Жан-Луис. Немножко неудачный Коч Куратинцы. В атаке. Левым флангом. Дадут ударить. Дали, но пас был немножко запоздалый. И офсайд фиксирует судья. Ну, неплохая атака была у игроков в белой форме. Что там такое случилось? Вратарь сидит на поле. Муминов Искандер держится за ногу. И судья подбегает к нему. Спрашивает, каково его состояние. Сможет ли он продолжить игру. Или требуется врачебная помощь. Все в порядке, ну слава богу. Все в порядке, показывает вратарь. Можно продолжать дальше игру. И сейчас мяч будет введен. Свисток. И вновь дальний заброс на правый фланг. Ну, если в первом тайме ребята из Академии Лидер больше атаковали левым флангом, то сейчас во втором тайме очень много забросов именно в ту зону. Очень много передач на правый фланг. Там очень активно 11 номер Арслан Султанов. Может быть, такая была установка у тренера. Поменять такую точку, куда давить нужно на соперников. И сейчас у нас замена. Как раз таки один из самых таких активных игроков на правом фланге Академии Лидер. На правом фланге атаки. 11 номер уходит в раздевалку Арслан Султанов. А вместо него выходит 77 номер Хусан Рашидов. Наверняка какое-то повреждение получил игрок Академии Лидер. Иначе как объяснить замену столь активного игрока своей команды, я пока не знаю. И вновь правым флангом атакуют ребята из Академии. Коч Курата правым флангом. Назад.
Перевод налево. Ну, хорошо обороняются ребята из Академии Лидер. Не дают сопернику развить атаку. Мяч очень быстро перемещается с одного фланга на другой у кочкуратинцев. Но ребята из Академии своевременно успевают занять позиции, даже при смене направления атаки. И не дают развернуться сопернику. Не дают возможности подойти близко к своим воротам. И вот уже через пас, такой мелкий, средний, ребят с Академии выходят в атаку. Правого фланга вновь. Подача в штрафную. Да, было таки довольно опасно сейчас. Но успеют они возвратиться теперь назад, потому что Кочкурата теперь атакует. 25 номер Александр. Произошла замена в команде Пасует Академии назад. Лидер. Вместо Султанова Арслана, игравшего под номером 11, в игру вступил Рашидов Хусан, номер 77. Ну, перекатывают сейчас ребята из Кочкураты мяч. Кому отдать? Направо капитану. Ну, тот немножко ошибся. Но нет, мяч последним задел 7-й номер лидера Бахтияр Кельдибеков. И будет введен кочкуратинцами в игру. Правым флангом атакуют. Немножко отпускает мяч. Хорошо обыграл 7-й номер. Устремляется в атаку. Приближается к штрафной площади. Все в рамках правил, говорит судья, да. Был толчок, но в рамках правил. Играл корпусом соперник. Да, все в порядке. Бахтияр поднимается. И игра продолжается у нас. О, хороший пас был, такой пяточка. И уже вот финтят уже игроки Кочкураты. Да, выбирают момент для нанесения удара. Подача в штрафную. Мяч срезается с ноги игрока команды Академии Лидер. Кочкурата продолжает владеть мячом. Но вездесущий Жан-Луис Блиботи вновь оказывается первым на мяче. Не могут выйти из обороны ребята из Академии Лидер. Не позволяют им соперники сделать прицельный пас или выбить верхом далеко вперед. Практически рядом оказываются соперники. И нарушение правил сейчас в пользу Академии Лидер. Вводится мяч. Верховая борьба. И уходит за боковую. И мяч будет вводить нефтяники. Немножко снизился темп игры буквально совсем недавно, в первые минуты, первые 15 минут, наверное, была такая хорошая скоростная игра у обеих команд. Были и навесы, были и скоростные прорывы и по флангам, и по диагонали с фланга со смещениями в центр. Сейчас немножко скорости упали, больше пошла игра такая в пас, наверное. Вот в атаке ребят с Кочкураты. Выходит 1-1, перевешивает и забивает
11 номер Кочкораты наконец забивает свой гол, открывает счет в матче 1-0. Повели нефтяники. Нефчи Кочкората забивает гол. 11 номер забил Молоджунусов Эльдар, вышедший на замену. Открывает счет в сегодняшнем матче. Ну, что сказать, молодцы. Хорошая такая быстрая атака. После перехвата на своей половине поля мяч буквально в считанные секунды был доставлен вперед. И в течение, наверное, секунд 10 после перехвата они смогли завершить ударом, поворотом, а точнее перекинули просто вратаря, вышедшего вперед, который пытался сократить, наверное, угол, вступить раньше в борьбу. Но, к сожалению, это ему не удалось. И нефтяники открыли счет. И второй вот удар. Впереди команда Нефчи. Да, что-то там случилось. Главный судья очень быстро побежал на фланг. Там лежит игрок команды Академия Лидер, которому требуется помощь. Да, врач вышел. Что произошло, пока я не видел, к сожалению. Мяч был у ворот Академии Лидер. И не обратил внимания, что там случилось. Но вроде бы поднимается 15 номер Джанабек Джалалов. Вроде все нормально, но слава богу, да, сам поднялся. Но судья просит его выйти за пределы поля. И там будет ему оказана, если необходимо, еще помощь. И он, наверняка продолжит игру. По крайней мере, он не просит замену. Но, тем не менее, у нас игра продолжается. И Нефчи должен, наверное, добивать соперника. Раз уж они сейчас забили гол. Наверняка они будут уже в кураже. И все у них вроде бы как получается. Перепасовка. Но быстрая атака не удалась им. Им необходимо перегруппироваться. Поэтому мяч они вернули даже до своего вратаря. 5 номер. Направо. Блиботти не удел оказался. Занял неправильную позицию. Остался позади атакующего игрока. Им был Игнатенко Александр, 25 номер. И ничего не оставалось делать Жан-Луису, как просто сзади ударить по ногам слегка и уронить его на землю. Судья остановил игру, и теперь будет штрафной. До ворот, конечно, далеко. Прямым ударом отсюда не забить, наверное. И будет подача. 7 номер подает в сторону ворот. Нет, это был удар! Мяч скакнул прям по перекладине ворот. И вратарь явно не успевал к этому мячу. Вратарь шагнул вперед, сделал шаг, но увидел, что мяч перелетает, и уже не смог среагировать должным образом. И если бы был чуть точнее игрок Кочкораты, наверняка счет уже мог быть уже 2-0. Ну что ж, да, сейчас такое небольшое преимущество у кочкоратинцев. Раз за разом проходят у них атаки, и достигают они ворот. Бьют по воротам, а это значит, что у них шансы возрастают на то, чтобы забить гол. 21 номер с мячом. Алмаз Маликов. И офсайд фиксирует судья, да. Автор гола, 11 номер. Молоджунусов Эльдар отдавал партнеру своему, который находился в офсайде. И судьями это было зафиксировано. Маликов Алмаз направо по диагонали, далеко. Да, опасная игра была со стороны нефтяников. Игрок Академии Лидер бежал к мячу и головой себя прокинул вперед, в то время как пытался ногой его соперник дотянуться до этого мяча.
Но, слава богу, ничего страшного, игра продолжается. Ну, а нашем табло счет 1-0 и 25-я минута второго тайма. Подача в штрафную. Никто не смог попасть по мячу. И вратарь спокойно забирает этот мяч в руки. Адресует его вперед. Теряет мяч игроки в голубых футболках. В результате прессинга команды Нефчи. Прессинга на чужой половине поля. Еще будет аут. Чуть выше уже. Алмаз Маликов у мяча. Но, наверное, требуется какая-то корректива, какое-то изменение в игре. Академия наверняка не хочет проигрывать. Да, действительно меняется 71-й номер Джусупаев Кайрат покинул поле. Вместо него вышел Азат Сматов, номер 33. Наверняка это усиление игры, призванное как-то изменить ход событий. Академия на своем поле проигрывает нефтяникам из Кочкораты с счетом 0-1. Подача в штрафную. И промахивается с хорошей ситуации игрок из Кочкораты. 19 номер не попал по мячу. Финт Зидана почти что получился. У 7-го номера. У Бахтияра Кельдибекова. Все, лидер пошел в атаку. Необходимо сравнивать счет. Эта атака не получилась, но ничего, есть еще в запасе время, чтобы отквитать гол. Настрой у ребят хороший. Видно, что они заряжены на игру. Никто не бросает играть. Еще есть много возможностей для этого, чтобы перевести игру в другое русло, более выгодное для себя. Немножко не точен Азамат Абдулаев. Передача налево была слишком высокая для партнера. И мяч ушел в аут. Так и будет введен аут. Вновь борьба за верховой мяч. Мяч взмывает вверх. Игроки потом пытаются головой достать и передать своему партнеру. Ну вот подряд 2-3 раза мяч ушел за боковую. И вновь верхом вперед. В надежде на то, что партнеры команды подберут где-то впереди мяч. Кочкоратинцы именно таким образом стараются, наверное, выйти из-под прессинга. Нарушения не было, говорит судья. Алмаз Маликов держится за ногу, но быстро встает. Но нарушает правила нефтяники и Бахтияр Кельдибеков оказывается на поле. Судья делает внушение игрокам лидера. Просит действовать в рамках правил.
Дальний заброс на правый фланг. И лидер атакует. Правым флангом вновь. Но на месте у нас Александр Игнатенко. И выбивает мяч в аут. Ну что ж, так и закончится матч со счетом 1-0. Или нет? Все-таки 30-я минута. До конца матча осталось 15 минут основного времени. Задержек было не так много. Пока не вижу причин добавлять много дополнительного времени к основному. Поэтому лидеру нужно двигаться. Нужно быстрее сравнять счет. И игроки действительно забегали. Вновь поднялись скорости в игре. Ушел, контратака, гетпле. 19 номер с мячом. Немножко замешкался. Мяч у него отобрали. И левым флангом в атаке Невчи. Еще дальше налево. Остановка в игре. Нарушение правил. Судья тянется за красной карточкой. Кому? Судью намыло. Кому он показал? 33-му номеру? Действительно, 33-й номер показывает красную карточку игроку. Судью намыло. Сматов Азат, недавно только вышедший на замену, получает предупреждение в виде красной карточки и удаляется с поля. Что это было? Наверняка это была либо грубая игра. Да, иначе красную карточку сразу показывать при первом же нарушении, наверное, не было смысла. Лидер, соберись. Даже если он спорил с судьей, что-то ему сказал, то судья мог ограничиться и желтой карточкой для начала. Давай, лидер. Но, видимо, там действительно было что-то серьезное. Очень грубо нарушил правила игрок и отправляется в раздевалку. Да, и теперь Академия Лидер очень сильно осложнила себе задачу, проигрывая 0-1. Еще один игрок удалился. Защищай ворота. Да, что ж теперь, как они теперь будут защищаться, как они будут атаковать в меньшинстве, как они будут выправлять ситуацию. Давай, лидер. Очень-очень сложно. Очень сложно сказать. Да, в непростую ситуацию подставил свою команду Азат. Конечно, так не следовало поступать, даже если нервы на пределе, даже если команда проигрывать. Мимо. Мимо. Нельзя так делать, конечно, получать красную карточку и удаляться, оставлять свою команду в меньшинстве. Дока, Алкет. Ну и Алкет. Невчей Хочхората почувствовал кровь, почувствовал свое превосходство, наверное. И вновь остановка, уже очередной свисток, который заставляет думать, что может быть еще будет какое-то предупреждение. Но нет, замена. Да, вследствие, наверное, удаления тренер команды Академии Лидер меняет 13 номера на 24-го. С поля уходит Нурдулет Столбеков. И на поле выходит Сергей Родькин. Ну что ж, это главная надежда, наверное, лидера на изменения в игре. Лидер! Лидер лучшее! Лидер вперед! Луис, Евгений, Гага, Все, звучит свисток. И мяч вводится с аута. Вперед на Родькина. Сразу же Родькин вступает в дело. Теряет мяч. Алкет! Игнатенко с мячом. Перевод налево. Отбери мяч! Да, потеряли нефтяники мяч. И лидер бежит быстрее к мячу.
И назад отыгрываются нефтяники. Вратарь вступает в дело. Налево. Кто это? Азамат Абдулаев с мячом. Ребята, жмите! Игнатенко. Вновь Азамат Абдулаев. И Александр назад отпасовывает своему вратарю Михаилу Паюшу. Дави, лидер! Алкет! Через правый фланг теперь будут пробовать ребята из Нефчи. Нет, обратно вратарю решили. Ну да, пока такой счет и пока такого прессинга активного нет. Ребята катают просто сзади, выманивают, может быть, соперников, чтобы освободить зоны спереди. Но теряет мяч, и Давай, ушел! лидер имеет возможность пойти в атаку, но теряет мяч в центре поля. И вновь неспешный перекат мяча сзади у нефтяников. Пятый номер с мячом. Богдан Мицик на 7-го номера передает. И тот в борьбе потерял мяч, но против него были нарушены правила. Жмите, ребята! Отбери, Луи, отберял! Неудачная передача в штрафную. Бесхитростная, я бы даже сказал. И Академия лидер в контратаке. И 24-й Сергей Роткин с мячом. Врывается в штрафную площадь. Нет. Чуть левее от площади он. Его выдавливают в сторону ребята из Нефчи. Перехват. И уже нефтяники в свою очередь устремляются вперед. 77-й номер бежит вперед. Но скорость у него была невысокая. И нет, он смог обыграть Жан-Луиса. Но пришедший на подстраховку партнер отбирает мяч. И лидер пытается выйти в атаку. Чуть-чуть сильно, да. Хорошее видение поля у Жан-Луиса. Он увидел, что Роткин Сергей по флангу мог выйти в атаку. Сделал ему передачу, но немножко не рассчитал свою силу. И мяч ушел за боковую. Все атакуют. Произошла замена в команде. Прессингуют вратаря команды. Команда Академия Лидер. Да, им необходимо отыгрываться. Необходимо что-то выжимать. Не стоим, отбираем мяч! Неточный пас вперед. Но в свою очередь ошибается. Исправляет свою ошибку. Вроде бы как серия ошибок у обеих команд. Давай, Адиль! 19 номер молодец. Хорошо борется. И остановился. Но свистка судейского нет. Отбирайте, не смотрим! Аргенбек Душенов должен был продолжать игру. Но понадеялся на то, что судья что-нибудь свистнет. Но Нефчи, в свою очередь, провела очень такую опасную атаку. И зря, наверное, действительно, Арген остановился. Нефчи продолжил свою атаку и довел почти до ворот. И там только случай помог Академии не пропустить. Ну и вроде надо бы поторопиться ребятам с Академией. Счет-то их не устраивает. До конца встречи уже 7 минут осталось основного времени. Но 77-й номер вновь в атаке у нефтяников. Мамазакиров Тамерлан. Жан-Луис борется за мяч, проигрывает двум игрокам, удар по воротам, гол! Гол! И вновь 11 номер нефтяников, Малуджинусов Эльдар забивает гол. Второй гол в этой игре. Счет 2-0, Нефчи впереди. Ну, ошибся Жан-Луис, конечно же. Хотя он попытался забрать мяч, вроде бы это у него получилось, но он протащил его до двух игроков соперников, которые вдвоем его уже окружили, забрали, буквально из его ног вытащили мяч и оставили его неудел, пошли вперед и просто
пробили в дальний угол от вратаря этот мяч, и вратарь был, конечно же, бессилен. 2-0. Лидер собрался, Алга! Ну и он! Да, сильно осложнили себе ситуацию ребята из Академии «Лидер». Но надо признаться, что 3 четверти игры они очень хорошо держались. Счет был 0-0. Вот. Но пропустив гол и получив нелепое удаление, конечно, они очень сильно себе осложнили свои возможности для того, чтобы завершить этот матч с лучшим результатом. И как следствие уже второй гол они пропустили. И счет 2-0. Не в их пользу. Но качкаратинцы вновь в атаке. Где 2, там и 3, наверное, решили. И на левый перевод. Да, пока есть такая возможность, почему бы не воспользоваться и не добить соперника, не забить еще 3-й мяч в ворота. Еще около 5 минут до конца встречи. Давай, лидер! Богдан Мицик с мячом. Назад 3-му номеру, Азамату Абдулаеву. Ну все, выманят. Они просят соперника: подходите, пожалуйста. Мы будем только потом отдавать мяч своим партнерам вперед. 77-й в атаке. Вроде бы нарушает правила, но нет. Судья молчит. Все в рамках правил. Позволяет бороться ребятам. Что такое? Вновь свисток. Желтая карточка. Да, но что-то ближе к концу матча уже много нарушений таких на эмоциях, на нервах. Кому он показал желтую карточку? Номер 11, автор дубля в ворота Академии. Мудлуджинусов Ильдар получает, да, желтую карточку, да, наверняка. Ну что ж, трижды отличился, можно сказать, этот игрок. 2 гола, 1 желтая карточка. Хит-трик такой условный. Невчи атакует и нарушает правила при отборе. Капитан команды Академии отобрал мяч у Александра Таланбеков Аман, но против него сразу же были нарушены правила. Скорее такой тактический фол, чтобы не дать развернуться. Но, тем не менее, Академия не оставляет попыток забить гол престижа, хотя бы как минимум. И уже вратарь даже пошел к мячу, а мяч-то почти в центре поля. Вратарь подает в штрафную, и первый на мяче вратарь. 11 номеру своему автору дубля отдает. И он стремляется в атаку. 1 против 3 соперников. Ну все, его тоже на фланг оттеснили. Но нет, ребята не потеряли мяч. 7-й номер пропускает остроумно. Дальше еще направо. 21-й. Подача. Да. Чуть-чуть не получилось. Но очень хорошая атака была. Комбинационная, да, с пропусканием мяча. Да, ну, конечно, они раскрепостились, ребята из Невчи. 2-0 ведут и атакуют. Интересно, разнообразно. Делая ложные замахи, пропуская мячи. Но Академии некогда что-то фантазировать о чем-то. Им нужно забивать. Некому отдавать 93-му номеру, Таланбекову Аману. Он отдает назад вратарю. И тот дальним ударом выбивает вперед. Ну, там высокорослый защитник Азамат Абдулаев спокойно принимает мяч головой. Но Академия дальше продолжает атаковать. Мяч не ушел, играем дальше. Перехват и вновь на своего автора дубля, на Ильдара.
была адресована передача. Абдулаев. Головой вперед. Жан-Луис. Неудачно он отдает передачу. Перехватили ребята в белой форме. Устремляется в контратаку. Вновь опасно. Передача в центр. Но, скорее всего, там надо было пропускать. Справа еще один игрок набегал у кучкартинцев. И могло быть очень опасно. Еще, может быть, мог быть голевой момент. А мог быть и третий гол в этой ситуации. Не увидел партнер по команде, что справа еще находится сокомандник, которому можно было доверить завершить эту атаку. Но Оман просит своих партнеров идти вперед. Терять уже нечего практически. Но неплохо защищаются кучкуратинцы. Не ошибаются, по крайней мере. Не дают возможности соперникам. Матча добавлено 4 минуты. Да, и 4 минуты добавлено главным судьей к основному времени второго тайма. Так что есть еще время забить гол, а может даже и сравнять лидеру. Красиво сыграл 22-й номер Кочкураты. Манас Карипов. Оставив неудел Жан-Луи Блиботти. Александр пасует налево. Ну все, они просят, выманивают, просят отбирать у нас мяч. А мы пока его будем перепасовывать справа налево, слева направо. Мелкими пасами. Чтобы наверняка уже, да, можно и назад. Ну что, лидер не спешит даже прессинговать, отбирать мяч. Что, уже смирились с поражением? И еще совсем рано. Но хотя бы гол-то надо забить. Но нет, 7-й номер у мяча. Арген Чуматаев. Ждет, подает. Удар! Гол! И 77-й номер. Гол забивает. Третий ворота Академии лидер. Мамазакиров Тимирлан после навеса в штрафную площадь оказался в нужном месте и пробил без помехи головой и ровно в угол положил этот мяч. 3-0. Ворота команды Академия лидер забил игрок под номером 77. Мамазакиров Тимирлан. Счет матча стал 3-0. Впереди команда... Да, это Тимирлан Мамазакиров кому-то посвящает. На трибунах наверняка сидят его родственники, родные. Вот он ими посвящает этот забитый гол. Ну что ж, 3-0 у нас. Впереди Нефчи Кочкурата. И у нас уже заканчивается дополнительное время. Время, прибавленное к основному времени. А было прибавлено 4 минуты. Ну, все, можно уже говорить, что можно поздравлять одну команду с победой. Нефчи Кочкурата. Ну, а лидер еще все может забить хотя бы гол престижа. Но они вновь упустили эту возможность в данном случае. И будет ли у них еще один случай, еще такая возможность, пока не знаем. Но, тем не менее, мяч они перепасовывают в своей половине поля, в своей зоне, даже и вратарю назад отдают. Ну, таким образом, конечно, они выигрывают по времени, не теряют мяч. Да, и на чужой половине, ну, буквально там 3 человека, 4 человека в голубых футболках. Конечно, с таким количеством сложно отобрать там у 8-9 человек, которые катают между собой этот мяч. Да, здесь практически все ясно уже. Даже и до гола
наверное, престижа не дойдет дело. Слишком грамотно обороняется Нефтчи Хочхорота. И звучит финальный свисток. 3-0 в гостях. Нефтчи Хочхорота выигрывает у команды Академия Лидер и набирает 22 очка. А Лидер, к сожалению, проиграв, остался на последнем месте. У них так и осталось 8 очков. С вами был комментатор Азамат Асылбашев, Кыргыз Спорт ТВ. На этом прощаемся с вами. Любите футбол, живите футболом, играйте в футбол. До новых встреч! Получи свой iPhone X вместе с вафлями «Лакомка». Найди карточки с фото мяча, рюкзака или футбольной формы сборной Кыргызстана и получи моментальный подарок. Или собери карточки футболистов от 1 до 24 номера и выиграй один из 50 iPhone X. «Лакомка». Будь в тренде, будь с iPhone X. Кто-то скажет, кем мне нужно быть. Я сделаю лучше. Я знаю свой предел. Выше, выше, еще выше. Не ставьте мне рамки. Я с ними не соглашусь. Почему? Все дело в моей энергии. Нитро, пробуди свою энергию.